конечно, у нас нету танков, чтобы их победить. Но что же делать? Помахать ядерной пиписькой своей. Знаете что? Мне ваше уважение не нужно. За мной Москва. Это то, что я называю такая ментовская дипломатия. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Роўда, вы на канале ТОК. І сёння мы з вами размаўляем з вядомай юрысткай, колішняй загадчыцай кафедры міжнароднага права факультэта міжнародных адносін БДУ Кацярынай Дейкала. Каця, вітаю. Вітаю. Ты з факультэта міжнародных адносінаў, так? Ты сама там вучылася. Да. Ты была загадчыцай кафедры на ФМА. Да. Увогуле, гэты факультэт лічыцца адным з самых такіх мажорных у краіне, так? І нават было трошку камічна, калі каля старога корпусу на акадэмічнай стаялі там прыпаркаваныя ледзь не парше студэнтаў, то бок які ўзровень, так? Людзей, які прыходзілі туды атрымліваць адукацыю. Вось раскажы пра гэту атмасферу. Это совершенно будет неправдой сказать, что это там факультет только для золотой молодежи и вообще все такое прочее. Как раз я бы сказала, что нет, их как раз там было меньшинство на самом деле. ФМО это была атмосфера, прежде всего. Это была, если сказать вот несколькими словами, да, это была атмосфера и возможности. Вот два слова. Я бы так определила ФМО. Атмосфера и возможности. Атмосфера определенной как бы свободы. Хотя, опять же, не будем тут притворяться, что это был какой-то конь в сферическом вакууме. Этот факультет существовал в государстве. Этот факультет совершенно был всегда под очень пристальным надзором. Оттуда тоже были политические отчисления после 2010 года, например. Но, тем не менее, были несколько факторов, которые позволяли создать там атмосферу другую. Большая включенность в глобальный мир благодаря иностранным языкам. Ну, то есть туда приходили люди учиться, которые знали иностранные языки. Там работали люди, многие, которые тоже знали иностранные языки, которые учились за границей, которые преподаватели, да, то есть и преподаватели, и студенты. Это кажется, такая мелочь, да, на самом деле, когда ты все время варишься в атмосфере иностранных языков, изучения, когда ты варишься в атмосфере того, что ты можешь поехать посмотреть, что происходит в других странах, поучиться там, да, у тебя, совершенно расширяется горизонт. Люди, которые видели чуть-чуть больше, которые имели возможности увидеть чуть-чуть больше, их была очень большая концентрация на ФМО и среди студентов, и среди преподавателей. И это давало свой эффект. Как минимум этих людей более сложно построить в шеренгу и повести голосовать на досрочное голосование. То, как, например, ходил юрфак. И это были всегда... Реально в БГУ был такой рейтинг факультетов, типа как кто себя повел на выборах. Кто там в досрочном голосовании первый, кто там последний, кто плохо дал результат, кто хорошо дал результат. Вот юрфак всегда был в лидерах. Всегда был в лидерах. ФМО ругали. ФМА скончыў Віктор Лукашенко. А хто Да. яшчэ з лукашэнкаўскай эліты сканчваў гэты універсітэт, факультэт? Ой, много кто. Да, Виктор закончил и Дима. Вот когда я поступила на первый курс, Дмитрий Лукашенко учился на втором. С ним же учился сын председателя КГБ Ерина, Павел. И там еще какие-то чиновники. Со мной, дети министров там всяких учились тоже в большом количестве. Со мной, например, училась дочка Семашко, Марина. Со мной училась дочка министра сельского хозяйства бывшего, тогда, когда я только поступила. Со мной учился племянник Лукашенко, жены его. Вот. Тогда было больше. Вот мне кажется, что просто потом, когда я уже работала, тоже были дети и министров, и высоких таких чиновников, но мне кажется, их было поменьше, мне кажется, потому что как-то эти дети уже выросли и выучились, а внуки еще не доросли до возраста, когда поступать в университет. Хотя внучка Лукашенко тоже поступила на ФМО, когда я еще работала, на международные экономические отношения. Мы все сидели и думали, знаешь, господи, хоть бы не ко мне на специальность, хоть бы не ко мне на специальность, хоть бы только не ко мне. А вось гэтыя дзеці вялікіх шышак, яны вучыліся рэальна ці это пераважна ўсё па блаце? Нет, они были очень разные.
Во-первых, вот тоже, да, к вопросу о каких-то там понтах, конечно, если сравнивать, например, ну, видишь, мы опять сравниваем, вот мы как-то повязаны, вынуждены все это сравнивать с российскими чиновниками, с российским контекстом, да, и с Москвой. Но если сравнивать, например, поведение, условно, каких-то детей, шишек, которые учатся в МГИМО, и как они там вообще, то, как они могут себе позволить себя вести, вот наши все-таки, конечно, ну, у нас вот это, наши эти чиновники, конечно, ими не снилось вообще тех благ и свобод, которые есть у путинских чиновников, и это отражается как бы ну, они такие намного более скромные. Вот. И я никогда не видела ни одного ребенка белорусского чиновника, и когда училась, и когда работала, который бы себя нарочито нагло вел или вела. Со всякими распальцовками, и вот нет, не было такого. Но с точки зрения отношения к учебе они были очень разные. Кто-то реально учился, кому-то это было как бы пофиг, он занимался спокойно своими делами и ждал, пока он получит диплом или она. Вот. Но не было никогда такого ощущения, что там они как-то себя ставят выше, там, да нет никогда. Марина Семашко ездила на метро на первом курсе в универ, может, по-моему, и на втором, не помню, у нее машина появилась только, по-моему, на третьем курсе. Ну, и училась она, кстати, тоже хорошо. Вот. И уже мои студенты тоже были дети тоже чиновников разных, и они тоже были очень разные. Были кто-то на 9, кто-то на 7. Ну, Тебе, ведаю, прымушалі завышаць адзнакі асаблівым студэнтам. Расскажи про гэтыя выпадкі. Тот факт, что там, конечно, повышенное давление было из-за того, кто там учится, это правда. Но я никогда не могу сказать, что мне кто-то выкручивал руки. Но это здесь уже была моя позиция. То есть такая атмосфера была создана, и в этом, кстати, большая заслуга Шадурского, декана, что невозможно было представить, что мне просто прикажут поставить какую-то оценку или что-то там сделать, или там допустить диплом, который кафедра не допускает. Нет, могли очень сильно попросить, но я никогда не поставила оценку незаслуженно, только потому что за это просили. И заставить меня никто не мог. Какие были наступства для тебя? Ну, наступства для меня были такие, что еще до всяких 20-х годов я там уже всем надоела. Особенно, когда стала заведующей. На самом деле, опять же, да, на ФМУ и на юрфаке, например, если мы говорим про юридическое образование, да, потому что, кстати, ФМУ это тоже очень рад. Там 6 специальностей было на ФМУ, и каждый из них был свой мир. У нас было таможенное дело, где под козырек, и как бы там все совершенно свой мир. У нас были международные отношения, это тоже абсолютно свой мир, да. У нас было лингвостроноведение. Ну, это просто очень разные как бы миры, и от заведующих тоже очень много зависело на самом деле. При всей кажущейся отсутствии, конечно, никакой академической свободы в белорусских вузах нет, но какие-то ее ошметочки какие-то на ФМО все-таки были. Я однозначно точно до 2020 года могу сказать, что никто не лез в программы кафедры, никто не лез в перечень курсов, никто не лез в то, что мы говорим, и мы никогда не ограничивали себя и не цензурировали себя. Но я, по крайней мере, могу сказать точно, и за ряд своих коллег и коллежанок точно. Я всегда абсолютно говорила то, что думала, и этому же учила студентов. Да. Никто не смог и не пытался заставить меня что-то сделать. Было много разных случаев, конечно, со всякими разными тоже детьми, причем и с обычными детьми без всяких родителей тоже, да. Как бы просто у меня, особенно когда я стала заведующей кафедрой, у меня был такой, что без всяких как бы долгих слов и объяснений, что я хотела от этой специальности. Я хотела максимально не вкладывать в девальвацию диплома международное право. Все, что я делала, я хотела максимально сделать так, чтобы каждый полученный диплом был заслуженным. Чтобы каждая оценка, как минимум, которую я ставлю, была заслуженной. И я очень старалась это блюсти. Это было тяжело, потому что это тоже был в определенный момент как бы немножко противодействие системе.
Мы не допускали дипломы к защите на последнем курсе, что, в принципе, было очень неприятно для руководства. Ну, потому что вообще, что это такое? Вы что тут и делали? Что он у вас делал 4 года или 5, если у вас он не может гос сдать? Так вы что, получается, ему какие-то... Как он дошел до этого курса? Что вы уже на последнем курсе хотите от него или от нее? Вот такая вот логика. Ну, ребята, не допускали. И вот у меня было несколько случаев, и надо еще тоже понимать, что есть определенное законодательство, есть конкретные нормы, по которым происходит весь этот процесс. Допуск, недопуск, что после, последствия. И мы просто делали так, как там было написано. И мой второй момент, да, вот я говорю, первый – это не допустить девальвации диплома максимально, как я могла в этой системе. Мой второй момент был тоже как бы, примером показывать студентам, что есть определенные нормы, и они соблюдаются, есть последствия. Если ты сплагиатил диплом, тебя не допускают. Не допускают. Не пожалуйста, конечно, да, не допускают. Это значит, что ты год пропускаешь, ты приходишь следующим годом и защищаешься, да. Если ты и без вот этого, может быть, можно что-то сделать, может быть, можно как-то решить эту проблему. Нет, конечно, я понимаю, что... Нет, я понимаю, мне очень стыдно, я понимаю, что это ужасно, я понимаю. Но как нам сейчас выйти из этой ситуации? Никак. Нет. Нет выхода из этой ситуации. Выход через год. Вход в эту же дверь через год. Понимаешь? И мне очень важно было, чтобы люди видели, что хотя бы в каком-то... Это типа, как, знаешь, построить социализм в отдельно взятой стране. Построить хоть какое-то верховенство права на отдельно взятом факультете. Вот что я хотела. И мы это делали. И, конечно, это не нравилось и руководству факультета, но, знаешь, это было такое как бы И уже я не молчу уже о руководстве университета. Это было такое... Я думаю, так, хорошо, мы не допустили вот этого. Ой, сейчас начнется. Декан, что там они не допустили? Сейчас начнется. И там уже начиналось. То есть это такая была лестница, ой, сейчас начнется. Но как бы да, я понимала, но что, нет, все, есть правила, есть норма. И дело даже, ведь это же не по следованию норме, да, как часто бывает у ваших чиновников, а это дело в смысле. Как вообще мы можем выпустить вас, если вы просто купили диплом или сплагиатили его, и это доказано, это видно? Нет. Это чистота профессии, это уважение просто к себе. Я не могла, все. Да, наша кафедра на ФМО имела название гестапо внутреннее. Да. Потому что так не делали, так не делал почти никто на самом деле. И потому что, знаешь, еще был такой аргумент. Давайте не привлекать лишнее внимание к факультету. Зачем нам эти проблемы? И этот аргумент, понимаешь, в какой-то мере он был справедлив, потому что реально ты понимаешь, что вот у тебя есть вот это пространство, в которое ты можешь что-то делать, в которое ты реально практически в большой мере свободен. Ты можешь сделать что-то хорошее для этих студентов. То, что не могут другие делать. То, как уже на юрфаке вызывали на ковер преподов и заставляли ставить оценки. Это вообще отдельно, это совершенно было по-другому. А там еще на юрфаке очень любили учиться всякие спортсмены. И поэтому, как бы, с одной стороны, ты понимаешь, что да, и с другой стороны, ты реально понимаешь, что как бы, человеческие отношения какие-то, это вот очень, очень влияет на тоже, на какие-то ты решения принимаешь, да. Но тем не менее, касательно каких-то там двоек, незачетов, это было абсолютно как бы не обсуждалось. Я принимала зачет, я оставила половину группы незачета. В первый раз, там было 3 попытки, во второй раз уже меньше, в третью треть все равно отсеивалась. А по правилам, ты как бы не сдаешь один раз, второй, и на третий ты просто отчисляешься. И, там есть какие-то пересдачи, не буду сейчас грузить этими нормами. Но смысл в том, что да, вот так. И мне очень важно было показать, что есть действия, есть последствия. Это не Шарашкина контора. Здесь никто не будет просто так ставить оценки, выписывать дипломы и все такое прочее. И вот я помню, я не допустила... Был плагиат у девочки. Я не допустила диплом. Это я еще была такой молодой преподавательницей совсем.
И у нее папа, олигарх местного разлива такой был. Значит, ну и все. И мне, ну, все звонят декану. Декан говорит, я ничего не могу сделать. Что я могу сделать? Я ничего не могу сделать. Все, вот есть заведующий кафедрой говорит, а я ничего не могу сделать. Это же преподаватель написал отрицательный отзыв. Что вы ко мне звоните? Вот. Ну, в других, наверное, ситуациях, на других факультетах и с другими, может быть, заведующими по-другому это все строилось. Там разговаривали и так далее. Но факт, что такое было. У нас такое было не принято. Нет, заведующий не мог мне сказать, Екатерина Александровна, перепишите свой отзыв. Декан никогда мне такого не мог сказать. Ну и папа в итоге звонит мне. Звонит мне и говорит, значит, вот такое дело, что же делать? Я говорю, ничего. И у нас происходит очень долгий разговор, когда он говорит, значит, что вот как же так, все мы... Как я могу сказать, что вот мой ребенок не получил диплом, она выпускается, и что она... Ну, видно, друзьям-олигархам стыдно такое сказать, да, как бы. И я говорю, ну, я ничего не могу сделать, ну, извините. И у нас происходит долгий разговор, он все время что-то, значит, говорит, и все как-то не понимает, как же я могу вот сейчас отказать. Вот у него. И я говорю, вы знаете, ну, еще раз повторяю, я как бы вообще против вас ничего не имею. Я вас уважаю, я понимаю ваши чувства как отца, но... И он мне говорит, знаете что, мне ваше уважение не нужно. За мной Москва. Я такая говорю, ну... Я, конечно, сейчас, наверное, я не знаю, нашла бы что-то по-другому сказать, но я как-то вообще опешила, еще была совсем молоденькая. И я говорю, я очень рада за вас. И потом он мне говорит, ну, у вас же тоже есть дети. И дело в том, что вот у него такой вообще, когда он позвонил, это сразу как бы по говору это было такое, как ты знаешь, пацаны с юго-запада. Я дитя 90-х, юность моя прошла в 90-е, я общалась с разными людьми в разных компаниях. И вот эти говоры, это очень хорошо знаю, вот все эти вещи. И меня начинает настораживать кое-что вообще в его речи, как бы я вообще напряглась. И потом, когда он произносит фразу «у вас же тоже есть дети», я как-то вообще, мне это очень как-то было страшно. И потом, как бы тон, которым вот он это все говорил, заставил меня даже немножечко... Я потом ходила за ребенком в сад, и когда ехала машина за мной, и немножечко подшугивалась. Так что я шугалась подъезжающих машин, когда это еще не было мейнстримом. Это был, наверное, 12-й год. Да, мне было страшно, потому что я как бы понимала, ну, я реально... Вот разговор был в таком тоне, но я не знаю, что от него ожидать вообще, этого человека. Я могу тебя зрозуміти. Я як журналісту погрожали там. Просто реально, да? Как бы и я такая... Ну, в общем, и все. Ну, и все, ничего. И все. И эта девочка пришла через год. А ён тобі ще пропонував гроші, там, не знаю, квартиры, Нет. Вот чего не было, нет, никогда не предлагали никакие деньги, ничего, нет. Вот, но эта девочка пришла через год. И все. Что? А был еще, например, случай, когда у нас училась дочка очень известного и очень приближенного к Лукашенко бизнесмена. Их там 2 было таких в связке. Вот. Очень скромная девочка. И она тоже принесла сплагиаченный диплом. И мы тоже не допустили ее к защите. И не было ни одного звонка сверху. Хотя я думала, сейчас начнется. Нет. Ну, она пришла через год. И тоже пришла через год. Тоже защитилась. Я ось думаю, ведаеш, што як ты ўвогуле стала загадчыцай кафедры, тому што ты вельмі нязручная. Очень. Ты вообще будзеш просто. казаць, ты Я не будзеш знаю, честно рабіць говоря. все, што ты лічыш правільным. Як ты гэта лічыш правильно рабіць? Это был какой-то, знаешь, сбой системы. Но, кстати, это тоже пока... Я думаю, что я бы никогда не стала заведующей кафедрой в каком-то другом вузе, в условном нархозе, в условном иньязе, ну, не знаю. Ну, это были намного более другие, это были совсем другие обстоятельства, да. Я, опять же, не хочу сейчас отбелять полностью ФМО и говорить, что это было розовые единороги, там такие. Нет, ну, там все было, конечно. Там тоже была конъюнктурность, там было... Все там было. Но была и возможность другого
И это было ценно. Надо сказать, что до всякого 2020 года мне еще когда ковид был, сказали, что спасибо, на второй срок не нужно идти. А як ти зайшла з ФМА? Но, честно говоря, я бы и сама не пошла. Вот это была зима 2020-го. То есть это, ну, в смысле, нет, я имею в виду, вот когда тот факт, что на второй срок заведующие меня уже там не хотят видеть, уже ректор дал понять еще... Надо ж мать проблем створаешь. Ну, конечно. Ну, потому что бесконечные проблемы. Понимаешь? Бесконечные проблемы. А як ти сошла з ФМА? Ну, меня вынудили уволиться Опять же, начался 2020 год, началась активность определенная. И начались как бы такие разговоры. Потише, потише, потише. Надо стишиться. Но были некоторые вещи, которых я просто не могла не сделать. И, очевидно, дали мне понять, что все, значит, не будут продлять контракт. Это же конкурсные должности. Все равно конкурсные должности. То есть это процедура, подаешь документы на конкурс и так далее. Но я все равно подала документы, как бы, и, на доцента я уже давно перешла, то есть я заведующей кафедрой перестала быть до протестов. Я подала на конкурс и смотрю, что мне как бы нет ответа, 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 нет ответа. И я говорю о том, что, то есть я понимала, что если они сейчас мне не продлят конкурс, я пойду, я буду скандалить, я буду ругаться. Вот. Ну и, вероятно, включился такое как бы средство, ведь они использовали очень разные средства с разными людьми. Для кого-то было достаточно разговора, для кого-то недостаточно разговора, для кого-то достаточно 2 разговоров, для кого-то 1, для кого-то вообще не надо разговоров, просто намека. Вот. Но для меня, видно, стало недостаточно. И они ко мне пришли с обыском в один прекрасный день. По заказу проректор БГУ по безопасности. КДБиста у народе. Конечно, да. Вот. Выпускников МУО, кстати, что интересно. Те, кто мне пришел, они сказали, что... Я слышу, что они говорят, заказчик, позвони заказчику, позвони заказчику. И я слышу, и я говорю, интересно, кто мне заказал? Они говорят, подумайте, где вы работаете. Вот. Ну и все. И меня задержали. Как бы я побыла на кресте на 3 дня, и там я приняла решение уходить. Я сама поняла, что я больше не могу работать в БГУ, который вот так вот делает. Потому что для меня БГУ, для меня университет – это... Моя семья в университете с 50-х годов 20 века. У меня бабушка заведовала кафедрой, у меня оба родителя в БГУ работали. И я вот с таких вот лет... Для меня это совершенно иное. Для меня это при всем, всей этой системе и всем таком, для меня это было не то место, где вот так могут сделать. И я поняла, что я больше не буду тут работать. Но когда я вышла, меня пригласили на разговор и очень увещевательно начали просить уйти. И замдекан, который со мной разговаривал, не смог каким-то образом сам справиться с этим, поэтому позвал Елену Анатольевну Достанко, которая сейчас декан. Очень по-человечески, с человеческим участием. Эта система, знаешь, она ведь тоже такая. Никто, по крайней мере, во многих случаях у нас, это не то, что появляется какой-то эсэсовец в форме и говорит, так, ты там, все, вали отсюда. Это всегда люди, с которыми ты работала. Это всегда люди, которые тебя очень давно знали, с которыми у тебя очень человеческие отношения. И они начинают тебя... Понимаешь, такая ситуация. Да, конечно, у нас нету танков, чтобы их победить. Но что же делать? Ведь это для твоей же безопасности. И это создает ощущение как бы
Это то, что я называю такая ментовская дипломатия. Это как бы создает ощущение как бы такого, что тебе сопереживают. Тебе сопереживают. Ну, это не репрессия, ну как? Ну их же можно понять. Ну вот это она же не просто мне сказала там, чтобы ноги твоей больше не было здесь, отщепенка. Нет. Давайте мы вам поможем, может быть, где вы можете там, давайте мы поможем вам, может быть, устроиться там куда-то на работу, в другой вуз, не знаю, у меня там есть, где что, да, ну понятно, вы же знаете, на что способны эти люди. И создается ощущение, вот, как бы, что тебе сопереживают, и с тобой как бы на одной, на самом деле, волне. Просто они не могут, конечно, ну они как, конечно, ну а ты, ну вот так, вот так. И это ужасно. Это нормализует. Да, это нормализует. И как бы получается, что неудобно уже и сказать, что они тебе как репрессировали. Ты что, вот этот душевный разговор с Еленой Анатольевной, это что, репрессия? Нет же. Ах ты неблагодарная. Розкажи, з якої ти сім'ї? Ти ж не випадково пішла в університет працювати. Да, я из академической семьи, из очень академической. Вот, потому что и бабушка моя заведовала кафедрой в БГУ на истфаке, кафедрой истории древнего мира и средних веков. Она была медиевисткой. И дедушка мой был доктор технических наук, он в Академии наук возглавлял лабораторию, занимался сапропелью. И родители мои тоже преподаватели и кандидаты наук экономических. Як это на тебя повпливало? Ну, на самом деле, на меня это повпливало так, что я вообще не хотела никогда в жизни идти работать в преподавание. И я всегда говорила, я буду работать на практике. И вот, значит, опять же, на самом деле у меня могла состояться неплохая карьера в МИДе, от которой я, в принципе, отказалась. Ну, я отказалась, когда это еще было в очень сильном зачатке. Коли тебя запрошали? Ну, я проходила практику на 3-м курсе, да, это как бы называлось производственная практика. Значит, одна, или на 4-м, в общем, я уже как-то не помню, в общем, последняя это преддипломная, и перед этим на курсе была другая. Значит, вот эту свою первую производственную практику на 4-м, наверное, курсе я проходила в Интерполе, в Национальном центральном бюро Интерпола в Беларуси, ну, отделение Интерпола, оно в системе МВД. У меня были очень романтические представления, значит, про Интерпол, про то, как это там в кашемировом пальто перепрыгивают из самолета в самолет. Вот, ну, собственно говоря, я пришла, я поняла, что это не для меня однозначно. А что тебя так напугало? Слушай, ну, мне кажется, начальник, значит, этого НЦБ, да, полковник, даже не помню, как его фамилия, вот просто честно, он сходу, когда со мной разговаривал в первый день, да, практики, он сходу сказал, что, ну, я ему говорю, что вот, а я писала диплом, я вообще занималась международным уголовным правом, и я писала диплом по транснациональной преступности. И мне это было интересно, да, вот, и я говорю, вот, я, значит, писала и курсовые, и дипломную работу хочу писать, и, значит, это был еще тогда только 4-й курс. И он говорит, ну, это все хорошо, конечно, только международного уголовного права не существует. Вот, и я такая... Вот, ну и, в общем, такое... Я пришла на практику, и ну, меня посадили в кабинет там с ребятами. Один из них был выпускник ФМО, второй выпускник НИЯЗа, но они уже там работали, да, и все. Ну и первое, я открываю дело, значит, мне дали там папку, а там фоторобот на моего однокурсника. Был такой громкий случай, когда украли книги из Национальной библиотеки, и потом через Интерпол россияне нашли, как бы и выдали человека, если я правильно сейчас все помню, но такие стародруки. И вот это был мой однокурсник.
Ну, такая вот была история, да. Он был такой профессор ЮХО, Язеп Александрович, очень известный, да, все юристы его знают. Он историю державы и права Беларуси выкладал, и он с ним вот, ну, как-то очень сблизился, и ЮХО дал ему свой пропуск в зал. А это еще была старая националка, там система безопасности никакая, то есть просто можно было в зал вот этих стародруков пройти, и он вынес эти книги какого-то там 18 века. И, ну и все, и вот потом его нашли, ну и он, да, потом, по-моему, он, не помню, отсидел 5 лет, наверное. Короче, он как-то вышел, он пришел, это учился. А книги вернули? Ну да, насколько я помню, да. Это очень было уже давно, ты представляешь, что 20 лет назад, даже больше. Но, в общем, и как бы, ну, это был такой очень интересный случай. Ну и все, а потом я пошла в МИД. С Интерполом я поняла, что спасибо. Угу. Значит, и я пошла в Министерство иностранных дел. Я была в отделе многосторонних договоров, если я не ошибаюсь. И как раз начальница наша дружила так с управлением международной безопасности, а там как раз работал сын Макея, Виталик тогда. Вот в тот момент мы тоже так там чаи попивали. Мне, в принципе, понравилось. И я захотела, ну, остаться. И я говорю, что вот я остаюсь. И она говорит, да, хорошо. И потом она позвонила и говорит, знаете, нет, потому что вот по этой программе обмена, обучения в МГИМО и потом возвращения в МИД, да, они обязаны дать место. И там кто-то вот возвращался. Ну, я говорю, ну и хорошо, ладно, я тогда пойду в аспирантуру. И вот... Лёс склался так. И нет, так это еще не все. И я уже пошла в аспирантуру, у меня уже завтра экзамены, и она мне звонит и говорит, появилась возможность, через полгода вы можете тут работать. Вам надо решить. И я ночь не спала. И решала, короче, куда мне идти. Вот. Я думаю, что я бы сделала хорошую карьеру в МИДе, неплохую. Несмотря, ну, потому что это очень, конечно, тоже сексистская история, на самом деле, там просто очень... Вот, и, но тем не менее. Но, да, Лёс склался так, и я ни разу не пожалела о своем выборе на самом деле. Но это был такой один из серьезных моментов, да, я думала. Ну и слава богу, если честно. Вот честно, слава богу, что меня минула судьба госорганов. Твайму дзядуле недавно исполнилось 100 гадоў. Да. Ён быў удзельнікам другой сусветнай вайны, Да. Ён ветэран гэтай вайны. Партизан, да. Як ён глядзіць на вайну ва Ўкраіне цяпер? Настя, знаешь, это единственный человек, с кем я не поговорила об этом. Я не знаю, как он относится к этой войне. Потому что, когда началась война, ему было 97 лет. И мы были в Киеве, и он звонил. И мы разговаривали, и он мне говорит, это опасно жить рядом с аэродромом, там вот, потому что мы жили там рядом, да, и он какие-то такие нейтральные фразы, и я не понимаю, ну, как он относится, да, к этому. И это единственный человек, с кем я не захотела это выяснять. Я поняла, что, наверное... Лепш не ведаць. Во-первых, мне лучше не знать. Во-вторых, с 97-летним человеком вот это выяснять точно нет никакого смысла. И как бы его, ну, какое-то, наверное, спокойствие, не знаю, мне, наверное, было в тот момент как-то дороже. Это очень сложно на самом деле, потому что с многими своими близкими людьми я, ну не с многими, но с некоторыми, как бы перервала контакты. Это вот тоже к вопросу как бы наших мотиваций, выборов, да, и черно-белости. Короче, я не стала выяснять этот вопрос. А потом, знаешь, если честно, мне было вот вообще не до этого там. Потому что мне было просто страшно. Мне было важно спасти своего ребенка и вообще разобраться, где здесь бомбоубежище. И поэтому выяснять, что дедушка, которому 97 лет, думает сейчас, ну, точно не было моим приоритетом, знаешь ли, в тот момент. Но потом я тоже не стала это выяснять. Ну, потому что как бы я могу представить его убеждения, но это уже, знаешь, дожил до 90, до 100 вот лет дожил, и слава богу.
Твой другий дядуля был репрессованным Да, в свой да, час? его отец. Его отец, но и он сам, потому что он сам был в плену и в финском, да, в русско-финскую. И после этого потом никогда не был членом партии. Ну, он не был членом партии по убеждению, потому что и коммунисты буквально ну, и убили его брата. И при раскулачивании 2 раза раскулачивали его отца, моего прадеда. И он ненавидел эту власть советскую всю жизнь, хотя был женат на дочери достаточно высокого партийного работника, моей бабушки. Вот. И как бы это, знаешь, вот это вот семьи нашего общества, где невозможно... И дагэтуль так. И дагэтуль так. И более того, ситуация, которая произошла с нами сейчас, это все повторит на втором витке. Может быть, кому-то кажется это не столь значительным, но я уверена, что, во-первых, ну, это травма, и это будет долго. И тоже, знаешь, я уверена, что будут семьи потомков тех, кто в 20-м был с одной стороны и с другой стороны. И вы познакомились с правооборонцем Олегом Улаком, с яким вы были парой. Это очень тоже интересно произошло. И, кстати, очень показательно. Опять же, такой индикатор нашего общества. У нас всегда было такое профессиональное через личное. Ну, он один раз пришел на ФМО на какой-то круглый стол, там что-то такое было, и мы мельком там как бы познакомились. А потом, через где-то год или полгода, мы поехали в Страсбург по линии Совета Европы. Вот, был такой инфопункт Совета Европы на журфаке в ИГУ, кстати. Ну и вот это как бы такая поездка для академической супольности. Вот. И там было что-то касательно Беларуси, какие-то слушания. И так получилось, что в этой поездке с нами были пресс-секретари силовых ведомств, и за несколько дней у нас были какие-то общие мероприятия, и за несколько дней уже я от них устала. И вот мы пришли в очередной день, и я как бы вижу Олега, и он стоит там с Короткевичем, разговаривает, да, ну он тоже просто приехал на это же мероприятие белорусское. И я к нему бросилась вот с рукой, ну типа «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте». А он мне говорит, а я вообще обалдел, потому что я никогда не думал. То есть от меня обычно люди, которые из государственных каких-то структур, они в международных поездках прячутся по углам. А тут ты бросаешься, значит, ко мне с этой рукой. Вот. А я потом, когда мы начали общаться, тоже все время держала сзади в голове, что, может быть, это небезопасно. То есть 2 абсолютно адекватных, взрослых, умных человека вот такие, ну, как бы такие имеют мысли и такие представления, да, это насколько вообще нужно извратить смыслы профессий, сфер. Это вот тоже показывает, насколько маргинализована тема прав человека и правозащиты в Беларуси была до 20-го. Ну, реально такое чувство, что, знаешь, это так делать не должна вроде бы, а с этим может быть небезопасно вроде бы. И вот это такое... вот это то, из чего состоит наша жизнь, к сожалению. Сколько годов вы были разом? 6,5. У 22-м годзе яго не стала. Да. Ён памёр даволі маладым, яму было ўсяго 55 гадоў. Да. Як ты думаеш, чаму дактары ўвогуле не змаглі яго ўратаваць? Чаму не паспелі? Ну, у него были проблемы, но они не то, что не поспели, просто не была сделана вовремя операция. Это тоже, знаешь, ну, как сказать, это тоже жизнь. Такая вот собачья. Иммиграция, война, плюс, ну, как бы его, ну, он просто на износ жил, и его вот эта вся, то, чем он занимался, то, как он этим занимался, это бесконечная включенность 24 на 7, это никакого work-life balance, его это вообще раздражало всегда, и, ну, это вот все время
Ну, это так сложились обстоятельства, но это, конечно, и, как сказать, это и выбор человека так проставить приоритеты. Ты смогла ўжо прыняць гэта, проста змірыцца, таму што я ведаю, што ты з кватэры не магла доўга з'ехаць, дзе вы разам Ну, жылі. я и не съехала, где я зараз таксама. Я еще... Ну, да, конечно, можно сказать, я уже смогла, я уже так... Мне намного лучше. Скажем, ну, вот прошло 2 года, и только сейчас я, в принципе, смогла понять, что я уже перешла на какую-то другую стадию. А якая роля спецслужбаў на ФМА? Ці курыравалі яны факультэт? Ну, конечно, все время. Но все, не только ФМО, у каждого факультета БГУ был куратор от КГБ, закрепленный. У чым ягоная роля? Я, как бы, знаешь, не посвящена, ни этой конструкции не видела, да. Но и они общались с деканами, замдеканами, наблюдать за ситуацией, какие-то сигналы ловить, что-то купировать. Как-то вообще просто вот, ну, как-то наблюдать. А студентів вербували, тому контрвивідку? Да. Саме ж спеціалісти треба? Да. Во-первых, вербовали, и были как бы доносчики, да. Хочу ще про декана юрфака БДУ спитати, Андрея Шедловського. Що це за чоловік? Якого ти міркування про його? Шедловского я знаю давно. Он вел у меня уголовное право зарубежных стран. Если не ошибаюсь, что-то такое. Он был очень долго заместителем по идеологии на юрфаке. Очень долго. Именно он вот водил строем голосовать и обеспечивал все эти показатели. Его назначение тоже было определенным сигналом, потому что до него, как раз во время ковида, и так получилось, что на начало протестов деканом была Татьяна Михалева, которая тоже была моей достаточно близкой подругой, и участие которой вот реально в репрессиях адвокатов, в лишении их лицензии в комиссии Минюста, там декан экс-официо по должности должен быть декан юрфака в этой комиссии, которая лишает адвокатов лицензии, да, голосует. И когда я узнала, что она там, когда лишили первого адвоката, ну, может быть, по-моему, да, это он Пульченко-старший, и я узнала, что она там, и она голосует за. Я, короче, реально плакала. Я даже стихи написала от какого-то... Вот у меня было столько тогда потрясений, но я на самом деле пописываю. Пишу стихи в очень сильных эмоциональных состояниях. Или когда сильно там влюблена, или когда очень сильно потрясена. И вот мне надо было вылить в какую-то творческую форму, свой шок, потому что я умная, тонкая, глубокая женщина. Как ты можешь вот это делать? Зачем? Вот. Ну и, собственно говоря, короче, все это ужасно. Так вот, но даже она очень конъюнктурная. Она такая достаточно мягкая, конъюнктурная. Ну вот как бы, тоже в какую-то... Тоже, вот это все тоже про любовь к должности, да? Вот это все про любовь к должности. Ну и на ее срок пришлось выступление Кати Винниковой, студентки, которая на выпускном сказала в белом платье с красным поясом, про то, что, про прекрасных юристов получила за это. На ее пришлось суд Лаевской Елены с БГУ за неправомерное непродление контракта. И я так понимаю, одна из версий, что слишком много каких-то скандалов, в общем, как-то она не справилась с ситуацией. Вот. Возможно, это было не так, но, по крайней мере, я слышала такую версию. Ну, и ее заменили на Шедловского. Ну, это то, что вместо нее поставили Шедловского, это тоже показатель, как бы, того, что даже эти люди, которые в тот момент оказывались там на должности, в период, в разгар вот первых, да, вот этих всех вещей, они тоже, значит, были уже как-то не совсем, недостаточно надежны, возможно.
Вот. Ну а он, конечно, абсолютно надежный человек. Вот. И, ну, есть такая версия, опять же, которую я слышала, что на ряд там людей, в том числе и на него, есть просто определенные, ну, крючки, которыми их держит, какой-то компромат, вот, которыми их держит. Это, кстати, часто в этой системе инструмент. Вот. Ну, как и, ну, это все это советское наследие в более еще извращенной форме. Хочу таксама спытаць пра рэктара БТУ Андрэя Караля. Да. Якая была рэакцыя на ягонае прызначэнне? Андрей Король– это какое-то недоразумение в университете. Я видела, как бы прожила в БГУ при 3 ректорах, он был 4-м. Козулин, при котором я поступила, Стражев Василий потом, при котором я, сейчас уже не вспомню точно эти годы, но я, наверное, доучилась, и потом, да, и начала работать при нем, и Обломейко Сергей. Вот он был 4-й, Король был 4-й. У всех этих ректоров 3 были свои недостатки, свои, как говорится, скелеты в шкафу. Самым одиозным из них, конечно, был Козулин. Эти 2 были попроще в плане... Ну, они были хотя бы какие-то ученые, потому что Козулин, конечно, был никакой не ученый, он был крепкий хозяйственник, но он был очень... Ну, он родил как бы за университет, за престиж, там, он очень любил такие шоу, он был барин. Вот Козулин был барин, но он любил там, значит, на день первокурсника спуститься в ректорской мантии с вертолета или въехать на мотоцикле во дворце спорта. Был обычно день первокурсника, всех первокурсников приглашали, и вот он, значит, любил. И потом он на каждый Новый год, для профессуры были вечера, и он приглашал туда всяких там, ну, на то время, он, по крайней мере, когда я училась, например, там у нас там на всяких праздниках пели, это конец 90-х, начало 2000-х, Иванушки, там всякие, не знаю, еще кто-то. Ну, в общем, вся вот эта вот эстрада российская тогда, ну, очень популярная, да, группы. И потом он приглашал всяких на вечера к профессуре там и Лайма Вайкуле, господи, и Филипп Киркоров, и мелодии и ритмы зарубежной эстрады, забытые там давно, да, ну, такие, знаешь, группы, которые из 70-х, ну, вот, которые как бы ездят. Нет, ну, кстати, там Смоки, например, но... В общем, он вот это все очень любил, вот такое, да, но это был очень хороший, как бы, такой пиар, да, то есть вот Козулин был пиарщик, ну, талантливый, очень, как бы, у студентов было такое, ну, чувство, что вот там класс, такой классный ректор, он приехал на мотоцикле. Ну, и вот это все. Конечно, там было очень много некрасивых вещей, и про харассмент, и прочее такое. Ну, в общем. Но он, как минимум, понимал, БГУ для него был тоже родной дом. Ну, это было его, как бы, да. Вот. Стражев и Обломейко – это были люди, у них тоже были свои, конечно, как это сказать, недостатки, но это были тоже люди университета. Это были люди науки, люди университета, и они, ну, были каким-то, скажем так, ну, это можно было назвать академической средой. Король – это... У меня был такой индикатор. Когда пришел король, чем-то мне напоминает чат GPT. Когда, как бы, он говорит, ну, ты что-то спрашиваешь, а он говорит какие-то слова, которые, как бы, каждое само по себе имеет какое-то значение, но вместе это какой-то набор слов. Очень наукообразие есть такое понятие, когда ты типа научно, как бы хочешь что-то научное, ну как бы научное, да, такая очень сложная фраза с такими вот словами, но на самом деле это просто пустое. Хотя чат GPT, наверное, я сейчас обидела, потому что он-то выдает, ну, связанный текст, да. Вот. Ну, то есть это настолько имитация науки, имитация вообще всего. Он просто... Ну, мне кажется, не очень умный человек, назовем это так, и очень, ну, абсолютно такой вот
слуга, ну, прислужник такой, да. Вот. Его поставили туда тоже же, ничего ж просто так не делается в этой системе, и даже эти все тасовки, они делаются с конкретными, ну, как бы латаются конкретные дыры, там где-то усилить, где-то ослабить, где-то так, ну вот так вот. И у меня был такой критерий. Когда начались, король, он пришел и начал знакомиться, он приходил на каждый факультет, он приходил, значит, ну, на это все. И если коллеги говорили, ой, ты такой умный человек, я сразу так думала, так, понятно, давайте поговорим об этом. Ну, реально. И просто я не могла понять, как люди, возможно, кто-то, конечно, специально, но хотел, опять же, знаешь, люди же такие разные, да, очень многие люди просто хотят нравиться начальству, ну, просто вот есть такие люди. И я говорила, и очень многие, возможно, люди так это говорили ему, ну, вот специально, но некоторые я прям видела, как с придыханием, господи, он такие умные вещи говорит. А он там пришел, и у него там этот какой-то метод этого обучения он придумал, который на самом деле уже давным-давно метод диалога, да, типа обучение через диалог. Значит, и на самом деле это вообще как бы совершенно классический метод, который к его придумке не имеет никакого отношения. По-моему, он даже был, у него была российская степень, кстати, доктора наук, и он, по-моему, я не знаю, как сейчас, не буду врать, но на тот момент, когда он стал ректором, он не был нострифицирован в Беларуси. Хочу паговорыць з табой пра шансы Лукашэнкі трапіць у Гаагу, тому што зараз ёсць 3 трэкі, па якіх яго спрабуюць прыцягнуць да адказнасці праз міжнародны крымінальны суд. Першы трэк – гэта Літва падала матэрыялы пра тое, што непажаданых беларусаў выпіхваюць з краіны, так, за межы краіны. Другі трэк – Латушка з тым, што Лукашенка з'яўляецца памагатым Пуціна ў вывазе, незаконным вывазе, так, прымусовым вывазе украінскіх дзяцей на тэрыторыі Беларусі ў тым ліку. І трэці трэк «Рэпарцёры без межаў» пра журналістаў. Фактычна прафесія забароненая ў краіне, яна крыміналізавана цалкам. Што ты думаеш, найхутчэй дойдзе да рэальнага суда, ці ёсць перспектыва на, не знаю, выдачу ордера на арышт Лукашэнкі? Во-первых, начнем с последнего, с подачи информации «Репортерами без границ». Да? В русскоязычной прессе это назвали «иск», что очень безграмотно, даже скажу прямо. Иск, в принципе, не может подаваться в Международный уголовный суд. У самих «Репортеров без границ» было слово «complaint» в оригинале, жалоба, что, в принципе, тоже некорректно для этого действия. Что произошло? Произошло просто передача информации об определенных преступлениях прокурору к сведению по статье 15 Римского статута. Единственный механизм, по которому может прокурору что-то передать, не публичное образование, то есть не государство, а там, НГО или группа лиц. Вот. Это просто передача прокурору информации. При этом важно понимать, что прокурор может как принять ее к сведению, так и не принять. И автоматически вообще, в принципе, даже после передачи государством, так как Литва передала, да, информации, не начинается расследование. И тот же, и даже предварительное. Есть определенные критерии, которым должна соответствовать эта информация. Там и юрисдикция, а там, кстати, я вижу, что я так поняла, насколько я сильно не углублялась в это, но просмотрела, они там говорят не только про депортацию журналистов, а про то, что внутри происходит, да, про то, что внутри Беларуси происходит. Вот, это вопрос юрисдикции, вопрос серьезности, да, насколько это серьезно, чтобы вообще суд этим занимался. И поэтому, будем говорить откровенно, прокурор, в принципе, может вообще не обратить внимания на эту информацию, может и обратить. Это дело его, и это не... то есть у него нет обязанности реагировать. Хорошая новость заключается в том, что так как есть поданный реферал Литвы, по которому уже начато предварительное расследование, да, если мы откроем сайт МУС, и мы посмотрим, оно там есть, и это уже... То есть это принято к предварительному расследованию.
эту информацию, если она там релевантна, могут присоединить как дополнительные какие-то, как дополнительную информацию, да, к тому, что уже подано Литвой, но могут и нет. Поэтому вот что сделали «Репортеры без границ». Это не самостоятельный точно уже трек. Ну и, собственно говоря, реферал Литвы и дети, да, и Украина. Опять же, дети. Насколько, ну, во-первых, насколько известно из паблика, НАУ передала информацию по детям в офис прокурора. Тоже по такому же механизму, как бы. То есть, по большому счету, мы не можем сказать, что... Да, и эту информацию никто не видел. То есть, насколько там реально какие-то доказательства. Потому что ситуация с детьми, она тоже неоднозначная. Там очень, очень разные дети вывозились. И это дети и с родителями, которые вывозились, да, на которых давали согласие, и это дети сироты, с которыми вот более вероятная как бы квалификация преступления этого. То есть там еще по сути важно понимать, насколько, какие из случаев вывозов детей являются военными преступлениями, потому что не все они там являются. И каким из них причастен лично Лукашенко, потому что индивидуальная уголовная ответственность – это индивидуальная уголовная ответственность. Это уголовная ответственность, которая строится на принципе личной вины. Вот когда мы посмотрим на ордер, то, как прокомментирован прокурором ордер на Путина, мы увидим там, в чем конкретно его обвиняют. Вот его конкретные действия, да, которые он совершил. Поэтому просто там... Как бы, то есть там важно доказать личное участие Лукашенко. И вообще любого, на кого ордер вы хотите, личное участие. Вот это под вопросом, ну, например, для меня. А второй момент – это сама процедура, то есть эта информация подана, и мы не видим как бы ее дальнейшей судьбы, мы тоже непонятна ее дальнейшая судьба вообще, что с этим происходит там внутри. Ее тоже могут совершенно не принять ко вниманию, могут принять, могут не принять, ну, то есть непонятно это. Реальный какой-то случай, наверное, это реферал Литвы, по которому идет предварительное расследование, но здесь опять же, то есть здесь по-любому будет ответ, да или нет. То есть мы будем начинать расследование и продвигаться к выдаче конкретных ордеров или нет. Вот этот ответ, он точно будет. Вот это точно можно сказать. Но каким он будет, неизвестно. Какие шансы для Лукашенко трапить у Гаагу? Слушай, давай так, вот выдача ордера и попадание в Гаагу – это тоже разные вещи, да? Здесь надо разделять юридические и политические треки. До того, как падет режим, очень многие вещи, которые мы можем сделать, имеют большее политическое значение, чем юридическое. И реферал Литвы, и дети в Украине, вывоз этих детей, да, это тоже все больше политическое, чем юридическое, потому что сейчас сам факт подачи – это важно. Ну, как бы это такой немножко инструмент, да, сам факт подачи. Насколько это выльется в юридическую реальную процедуру, это неизвестно. Поэтому, когда иногда сейчас делаются какие-то шаги для того, чтобы заработать себе определенные очки, для Земсил, да, ну и как бы заодно, то есть какой-то инструментик включить, потому что их очень мало. У нас нет практически никаких инструментов сейчас. И это, конечно, напрягает. И поэтому любые такие вот вещи, которые, в принципе, делаются все-таки больше, наверное, сейчас по политическому треку, воспринимаются людьми с очень большой надеждой, что вот не стоит делать, наверное. Вот, потому что у людей тоже чувство беспомощности, люди хотят справедливости, это понятно. И поэтому каждая такая вещь, да, это сразу там вот. А еще особенно, когда так иногда это все подается в паблике, да, там, то это еще, знаешь, типа там, как у нас некоторые эксперты, принципиальное решение уже принято, значит, там. Или вот репортеры без границ подали иск. Нет, да, как бы. Вот, и поэтому здесь тоже такая ситуация совсем неоднозначная. Ну, а кроме того, если уже мы будем спускаться в юридический трек и делать юридический прогноз, во-первых,
Индивидуально Лукашенко, ну и какие-то там высокие чины участвуют в 3, скажем так, преступлениях. В 3, в 3 группах. Да? Во-первых, это соагрессия против Украины. Во-вторых, вот это вот военные преступления в рамках идущей войны, вот в частности, дети. И в-третьих, это то, что сделано в отношении белорусов. Внутри, то есть это просто Литва, чтобы юрисдикцию подтвердить, в данном случае мы говорим о том, какие эффекты на территории Литвы, а вообще, в принципе, что сделано в отношении белорусов после 2020 года режимом, в первую очередь, конечно, на территории страны. Вот 3 вот эти большие блока. И дальше надо понимать, что ответственность за эти все вещи не может никогда происходить в одном суде или трибунале. Это разные вещи. І умовно это повинно быть 3 разбирательства, 3 разные процесса. И как бы это зависит от того, какая структура, каким образом институционально это будет организовано. И более того, Лукашенко тоже не может расстроиться, да, и ответить за все. И когда мы говорим о политическом треке, сейчас очень важно, людям кажется, что любой, неважно, побольше там, и трибунал против агрессии, и дети из Украины, и реферал Литвы, и журналисты без границ, и в Гаагу, значит, а там это, а там то. Это понятно, вот это все наваливание вот этого всего, да, на самом деле это все пустое. С политической точки зрения, да, эта масса имеет какое-то значение, наверное, оно его как-то дергает за хвост, раздражает, нервирует, точно. Но если мы говорим про конкретику, ведь понимаешь, в чем дело? Ответственность за то, что произошло, и вот здесь мы продвигаемся к приоритизации. Мне, например, важно, чтобы прежде всего произошла ответственность за то, что сделано в отношении белорусов. И честно говорю, прошу прощения за какой-то цинизм, возможно, за детей в Украине есть кому отвечать. Путин, Львова-Белова и все эти ребята. И это не, например, мой приоритет как гражданки. И я считаю, что это не должно быть приоритетом в принципе и нового правительства. Нам важно в первую очередь сделать так, чтобы хоть кто-то понес ответственность за то, что произошло после 2020 года и происходит до сих пор с нашим обществом. Потому что ответственность – это не… Вот эта вот ответственность, да, она имеет совершенно не какой-то техническую роль. Да, типа там совершено преступление, должно быть наказание. И это тоже не роль мести. Это то, насколько будут проведены эти процессы и насколько максимально вообще комплексно, вот насколько хорошо будет произведен этот процесс призвания к ответственности. А это, конечно, не один там суд, да, и даже если у нас будет какой-то с международным элементом, а я считаю, что для ТОПа это должен быть смешанный трибунал. То есть международного трибунала никто никогда не создаст, это понятно. И смешанный трибунал – это тот вариант, который нам был бы важен, да, и я могу объяснить, почему. Но надо понимать, что еще кроме этого очень много, ряд процессов в национальных судах по-любому, да, будет. Патлумач увогуле, что такое смешанный трибунал. Да, я сейчас объясню. Так вот, от того, насколько хорошо это все в комплексе произойдет, будет зависеть то, насколько хорошо общество выучит урок. Нам важно, чтобы вот как раз он не в Гааге, этот процесс был, а дома, в Минске, в Беларуси. Потому что это тоже будет говорить о тверждании законности. В том числе и о том, что все-таки это еще хоть какое-то государство осталось, да, потому что если посмотреть, кого судят в Гааге, посмотреть на то, что происходит в этих государствах, да, то это
как бы наоборот показатель того, что это совершенный, абсолютный провал государства. Вот. И нам важно все-таки, это очень важно и для будущего, потому что здесь зачем смешанный трибунал? Смешанный трибунал – это трибунал, который состоит частично из международных судей, частично из национальных судей, которые инкорпорируются в национальную судебную систему, временно, пока он не выполнит свою функцию. Да? Международный трибунал, наша ситуация, я везде это говорю, если честно, во-первых, не тянет на международный трибунал. Если мы посмотрим, в связи с какими ситуациями создавались международные трибуналы, при всей нашей, при всей трагедии. Но, кроме того, это очень дорого, и никто тоже не говорит об этом. Международное правосудие – это очень дорого. И на трибунал по Югославии, условно говоря, там до 200 с чем-то миллионов в год тратилось. Смешанный трибунал тоже не дешевый, но, тем не менее, вот это то, во что стоит вложиться для того, чтобы получить какой-то результат. Но это все тоже очень непросто, очень непросто. Надо сразу смириться с мыслью, что наказаны будут далеко не все, кто должен быть осужден именно, да. Опять же, если все будет проходить по стандартам, реальным стандартам правосудия, то многие, скажем, опять же, не буду вот этих говорить оценочно многие, немногие, что такое многие, скажем, будут случаи оправдания, потому что даже в МУС один из диктаторов, если уж говорить прямо о топе, был оправдан в Международном уголовном суде. За недоказанность вины? Да. Вот, потому что правосудие – это правосудие, это правосудие. Это не только доказание вины, но и оправдание того, кто невиновен. И к этому надо быть готовым. Вот. И, как показывает практика, в принципе, мировая, в таких ситуациях, повторюсь, не все будут привлечены к ответственности. Але ведаеш, што яшчэ тут, што нават беручы міжнародны крымінальны суд Гаага на Пуціна выдалі ордер на арышт, і па выніку што Манголія не змагла адмовіць яму ў візіце, так ніхто Пуціна не арыштаваў па выніку, так? І вось зноў жа гэта ігнараванне нават... Как я где-то, не помню, написала в какой-то своей статье, международное правосудие – это командная работа. Если вы не имеете яиц, чтобы поступить согласно своим международным обязательствам, какие вопросы к Международному уголовному суду? Суд выдал ордер. Дальше сообщество. Это сообщество. Сообщество создало этот суд и приняло обязательство на себя сотрудничать с ним, в том числе в таких ситуациях арестовывать и выдавать. Если сообщество это не делает, отдельные его члены, что здесь можно сделать? Значит, вот так. Значит, Путин будет прохлаждаться. Но не он первый такой. На Аль-Башира тоже выдавали 2 ордера, и он тоже после этого ездил. И его все равно смогли арестовать только когда пришла к власти оппозиция и сбросила его режим. И только тогда смогли его арестовать. Но он, кстати, до сих пор не выдан в Гаагу. А вось гэтыя пажыццёвыя гранты, якія прапісаныя і яму, і членам ягонай сям'і, у тым ліку дзецям, у тым ліку паўналетнім дзецям, так, якія ўключаюць і забеспячэнне нерухомасцю, і медыцынскае забеспячэнне, адмену падаткаў для сябе, так, ахову, ўсё за дзяржаўныя сродкі. Больш за тое, што проста фенаменальнае, так, што пасля ягонай смерці ягоным паўналетнім дзецям павінны плаціцца заробкі ў памеры заробка экс-прэзідэнта, які ўжо на той момант памрэ. Это нормально увогуле? Нет, конечно. Конечно, нет. Это тоже попытка, как это сказать, хаотичная, не знаю, истеричная. Это такая попытка в существующих, в их понимании, как вообще
как вообще право может работать, сделать себе такие гарантии. Но это совершенно ненормально, и любая новая адекватная власть, конечно, должна будет просто отменить это. Як хутка гэта можна адмяніць? Ну, в смысле, ну вот как придет, так и отменит. Ну, просто это ненормально за государственный счет содержать вот этих людей. Причем здесь вообще они? Чому ніхто... С работают идут. Ну, как бы. Менавіта. От і пытанне. А чаму ніхто ў свеце нічога не можа зрабіць з Лукашэнкам? Так, вось усе гэтыя міжнародныя структуры, якія ствараліся, каб абараняць чалавека, перадухіляецца злачынства супраць чалавечнасці. Чаму ў беларускай сітуацыі яны ўсе проста бессільныя? Ну а что? Что мы хотим, чтобы они с ним сделали? Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете? Или как Козулин в мантии спустится к нему? Ну а что вы имеете в виду? Что имеют в виду, когда говорят что-то с ним сделать? Просто здаецца, што Беларусь не існуеш в изоляции, так? Ну, тут же не стоит железная огороджа по периметру краіны, так? Краіна ў цэнтры Еўропы знаходзіцца, так? Побач демократии. И никто ничего не может зрабіць з Беларусью. Ну смотри, во-первых, это абсолютно понятно, да, но здесь есть несколько как бы моментов. Во-первых, это не совсем верно тоже, что ничего. Если мы проанализируем, например, что международное сообщество сделало в связи с белорусской ситуацией за вот эти все 5 лет хотя бы, да, после 2020 года, то мы увидим, что этого немало. Был создан специальный механизм, комиссия в ООН, и потом она в 2024 году эволюционировала, она стала больше самостоятельной, расширился ее мандат. Были признаны преступления против человечности. Опять же, Литва подала реферал в Международный уголовный суд. Если мы говорим про... Опять же, признано на универсальном уровне, и на уровне ЕС, и на уровне Совета Европы, в смысле и на европейском, и на универсальном уровне признана проблема реально насильной депортации и продолжающегося преследования, то есть белорусов в изгнании. То есть это признано проблемой, что это реально огромное количество людей, которые продолжают преследоваться. Именно на этом основании, собственно говоря, Литва и смогла. Именно потому, что то есть это все заодно цепляется. Да? Именно поэтому Литва смогла обосновать свой реферал. И это уже немало. Если мы посмотрим вокруг и поймем, что мир большой, и наша ситуация далеко не самая страшная. И вот я сейчас говорю не для того, чтобы сказать, что типа нам и это сойдет, да, а для того, чтобы просто видеть, как бы другие фокусы. Пока существует концепция суверенитета в том виде, в котором она существует, сообщество не готово применять силу бесконтрольно и произвольно. Мир большой, 194 государства, только признанных. В куче мест происходит очень много других страшных вещей. Но нам тоже иногда кажется, знаешь, что тут как бы весь мир там должен понимать, какая у нас ситуация. Да, по большому счету большинство мира просто наплевать. Вот, и хорошо еще, что Европа более-менее с нами и пока еще каким-то образом выражает какую-то озабоченность, да. И то не вся далеко Европа, там возьмем Венгрию, короче. Но, так вот, в начале 90-х, когда произошла Югославия и Руанда, тогда тоже как раз вот встал вопрос. И бомбежка НАТО Югославии как раз был одним из ответов на такой вопрос. И он тоже расколол мир как бы на две части, да, что некоторые считали, что можно нарушить принцип невмешательства и неприменения силы, если происходит массовое нарушение прав человека, да, можно вмешаться. И это называлось гуманитарная интервенция, началась такая концепция. Она не была поддержана. Потом более ее мягкий вариант, который сейчас более поддержан сообществом, это так называемая responsibility to protect, R2P, или ответственность за защиту, которая говорит, что да, в случаях там ужасных массовых нарушений прав человека каким-то образом можно применить силу. Но если мы посмотрим, отбросим все красивые слова и вообще всю эту мишуру, и посмотрим на конкретную суть этой концепции, то, что сообществом принято, там все равно
сначала все, что может, должно сделать государство внутри, потом все, что может, дипломатическими средствами должно сделать международное сообщество, и только потом санкции Совета Безопасности можно применить силу. То есть, по большому счету, пытались найти ответ на это, как бы, с одной стороны, ну вот после того, как бомбили Югославию, да, что, мол, одни считали, что это нормально, другие считали, нет, что это ненормально, но ответ какой-то на то, что происходило, а там происходила дичь намного страшнее, чем то, что происходит у нас, да, ответ какое-то международное сообщество должно дать, не может такого быть, что оно его не дает, да. В частности, на этой волне и получился Международный трибунал по Югославии, который тоже был создан под вопросиком, его юрисдикцию оспаривали тоже, вообще его правомощность, его создание, да, потому что у Совбеза нет правомочия создавать трибуналы, но там есть и иные меры принимать для обеспечения мира и безопасности. И вот он был создан как и иные меры, да, и это оспаривалось. Но сообщество все-таки выродило этот трибунал кое-как, но вот получилось, да. Вот. И это огромный вклад был, кстати, и в развитие международного уголовного права, и в дело вообще восстановления справедливости. Хотя тоже не все с этим согласны, оценивая этот конфликт. Но так вот, и все равно мы видим, что какие бы ответы ни пыталось находить сообщество, все равно мы приходим к тому, что сообщество не готово бесконтрольно и произвольно применять силу. Сябры, падабаецца відэа, стаўце лайк, так больш беларусаў змогуць пабачыць нашы гутаркі ток. Нагадаю, што нас можна падтрымаць проста на Ютубе пад гэтым відэа, націснуўшы на кнопку «Супер, дзякуй». Мы будзем вам за гэта вельмі ўдзячныя. І дзякуй, што вы з намі. Многія лічаць, што ААН бессэнсоўная структура, таму што што яны могуць зрабіць, апроч як выказаць сваю заклапочанасць нейкімі пытаннямі ці праблемамі. Што ты можаш адказаць на гэта? Опять же, в международном праве и вообще в сообществе это такая саморегулирующаяся система, самоочищающаяся, если надо. Никогда не существует структур, без которых будет лучше, чем с которыми. То есть это все принцип эффективности. Да? Пока что-то есть, значит, это нужно, и без этого лучше, чем с этим лучше, чем без этого. Самый классический пример – это Лига наций. Лига наций исчерпала себя, как бы не получилось, ну, была создана в связи с определенными событиями, с определенными целями, ну и развалилась, в общем-то. Потому что просто не смогла выполнить эту функцию. Пока есть ООН, значит, с ней лучше, чем без нее. Это точно. И опять же вернусь к своему тезису про мир большой. Знаешь, очень полезно иногда, вот я приехала недавно с конференции по правозащитникам в изгнании, и там были люди, там были уйгуры, там были люди из Латинской Америки, там были люди из Африки. Супер полезно время от времени общаться с такими людьми, слушать про их контекст. И что и понимать, что дело даже не в этом. Понимаешь, у уйгуров, например, то же самое, например, с паспортами происходит, и ну, то очень еще похлеще, чем вообще с нами. Вот. Дело не в том, что у нас лучше или хуже, а дело в том, что просто понимать, что мир огромный, и у каждого проблемы иногда очень разные. Есть страны, в которых есть проблемы, которые нам мы не знаем, да. Мы не знаем, что такое доступ к чистой питьевой воде, когда ты вынужден пить из лужи, например, да. Я не хочу сейчас вот выглядеть с этими лубочными примерами, типа, да, там, а в Африке дети голодают. Ну, вот такая классика. Но ведь, но это не для манипуляции, это просто для того, чтобы понимать, что есть очень много разных проблем у разных стран. И он реально решает многие из них, да. Кроме того, что эта площадка, ну, есть должна быть какая-то площадка, где могут собраться даже воюющие стороны и хотя бы, ну, о чем-то договариваться. Опять же, как бы тут нету... Я не адвокат ООН, и более того, я считаю, что нынешний генсек, например, Гутерриш, это самый не знаю, как это сказать. Бесхребетный, бесполезный какой-то вообще генсек, по крайней мере, за всю историю, которую я могу припомнить. Но я к тому, что здесь не может быть простых ответов.
Особенно вот в нынешней ситуации, да. Но не может здесь быть простых ответов. И есть какие-то конструкции, которые каким-то образом существуют. А, кстати, еще надо тоже понимать, что любая структура, и ООН, и Европейский Союз, кстати, тоже есть вопросики, как говорится. Там просто все намного легче с ценностями, потому что это более-менее одинаковые государства объединились с ценностями. Хотя есть вопросы к последней волне присоединившихся, и вот к Венгрии, например, тоже там. Но это все равно разность другого уровня, чем разность из 194 на универсальном. Так вот, надо понимать, что это бюрократические машины. Любая международная организация – это огромная бюрократическая машина. И всегда, когда в дело вмешивается бюрократия, она просто не может существовать без бюрократии, да, как бы такой механизм. Но есть и другая сторона. Всегда, когда вмешивается в дело бюрократия, появляется определенный формализм, определенные, вещи, которые просто не могут не появиться и которые раздражают, да, вот. І поэтому, это Можна згадати випадок з посадкою Ryanair, так, тому що до того моменту білорусів закатували в асфальт, так, і якби реакція була спочуваємо, бачимо, тримайтеся, так. А тут садять самоліт, на борті європейські пасажири, так, и одразу імгненная реакция Заходу на это. А это другой аспект этого. Это уже не про все то, что я говорила, а это другое. А это просто про то, что, кто, говоря жаргоном из 90-х, готов вписываться за тебя. Да? Приоритеты, интересы, и насколько до тебя есть кому-то дело. Когда там оказались европейские пассажиры, это уже европейская безопасность. Это другое. Это другое, да. А яшчэ я хацела спытаць пра ЮНІСЕФ, так, таму што ад іх не было ніякай рэакцыі, нічога не зрабілі, калі за кратамі ў Беларусі апынуліся падлеткі. Что ты про это можешь сказать? Это вот тоже, это черная сторона ООН. Это как раз вот из этого как бы баланса, да, это надо понимать, во-первых, что специфика работы ООН, которая старается удерживать свои представительства во всех странах-членах, да, то есть если ООН уходит, это, наверное, уже, вообще, то есть ООН остается до последнего в самых проблемных точках. И, с одной стороны, это тоже хорошо, и даже то, что сейчас этот офис там существует, который абсолютно не независим, да, от правительства белорусского, это и то определенным образом хорошо, потому что мы тоже забываем, что там тоже есть определенные какие-то программы, касающиеся, там, не знаю, медицинской помощи, касающиеся там чего-то такого, что важно, чтобы было там. И это тоже вот этот баланс, да, как бы с другой стороны, из-за того, что они максимально хотят сохранить свое присутствие для того, чтобы максимально какую-то гуманитарную миссию там выполнять, появляется некритичный подход к диалогу. Это значит, что появляется конъюнктурность, появляется зависимость от властей. И на это наверх еще накладывается специфика конкретного руководителя представительства. Насколько он дорожит своей дипломатической карьерой, насколько он готов на какие-то скандалы, интриги, расследования при его, так сказать, руководстве, да, только не в мою смену, это вот из серии, да, насколько этот человек готов ради идеалов ООН, бейджик с эмблемой которой и паспорт у него есть, да, иногда немножечко сказать минуточку местному правительству. И это тоже субъективный фактор. То есть это тоже очень зависит. Да? Вот. Поэтому представительство ООН в Беларуси и EU агентств, да, ЮНИСЕФ в том числе и программ, как бы с моральной точки зрения ведет себя безобразно. Потому что я точно знаю, что, например, они не сотрудничают по указанию правительства с определенными экспертами.
Типа, опять же, у них же сохраняется необходимость с гражданским обществом сотрудничать, да, там и привлекать их, и все такое прочее. Так вот, с определенными экспертами они не сотрудничают, с определенными организациями и все такое прочее, потому что это рамка. Это рамка, которую выставляет власть. Насколько ты борешься там? Там тоже есть нюансы, когда можно побороться, но насколько ты будешь бороться, ну, это зависит очень сильно от руководителя, насколько он готов, как говорится, выслушивать там из Нью-Йорка в том числе. Ці можна лічыць Беларусь акупаванай тэрыторыяй? Нет. Нет, 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 пожалуйста. Патлумач на пальцы. Во-первых, если мы говорим с юридической точки зрения, с точки зрения международного права, Беларусь не оккупированная территория, потому что просто-напросто нету основного критерия оккупации – эффективного контроля. То есть основной признак оккупации кем-то, какой-то территорией, что этот кто-то осуществляет эффективный контроль над территорией. Эффективный контроль означает то, что власть может, как прежде всего, это издает законы и обеспечивает их исполнение людьми. Ну и обеспечивает функционирование вообще как бы всего, что функционирует на территории, да, всего государства. Это в том числе и что ей подчиняется местная власть, ну, в общем. И это как бы смысл не в самом то, что есть такой критерий, да, и вот он должен быть соблюден. Смысл как раз в смысле, потому что любые взаимоотношения власти с территорией, они строятся на принципе эффективного контроля. Кто вот это вот все здесь делает и осуществляет, тот и отвечает за эту территорию, тот и ответственен за все, что на ней происходит. С тем и общаются по поводу чего-то на этой территории, и с того и спрашивают, когда что-то происходит, да, с этой территории или с этой территорией. Вот. И поэтому, как бы, конечно, ну, мы не можем сказать, что российские там, войска или тем более гражданские власти оккупировали территорию Беларуси, потому что они не осуществляют там эффективный контроль. То, что там находятся военные базы, и на этих военных базах, безусловно, контролируется все россиянами, ну так на любой военной базе контролируется все военными этой страны, да, иностранной военной базе. И нету доказательств того, что какую-то долю эффективного контроля эти военные осуществляют в Беларуси. Як ты думаешь, ці будзем мы плаціць рэпарацыі ўкраіне? Ці будем, я не знаю. Это будет зависеть от многого, в том числе от того, как новое правительство, в том числе от того, будет ли Украина требовать этого, да? Потому что она может требовать, может не требовать. Тогда возникает другая вилка. Если она не требует, должны ли мы как-то сами что-то предложить, да? Вот. И здесь можно вспомнить Австрию, например, во Второй мировой, которая платила репарации добровольно потом. Вот. Это тоже была часть переосмысления обществом того, что случилось. Но я считаю, что мы должны платить репарации. Как минимум, этот вопрос должен быть обсужден, должен обсуждаться. Потому что это большая часть, большой вклад в переосмысление того, что произошло, и нашей ответственности. Сейчас куча противников коллективной ответственности. Я не говорю о коллективной ответственности юридической, хотя, когда ты платишь репарации, как бы получается, что ты тоже вкладываешься, да, но это важно для... это добросовестное поведение. То есть другой момент, сколько, как, это может обсуждаться, да. Ну, то есть если Украина будет требовать, мы однозначно должны, вопрос обсуждаться, будет вопрос как бы обсуждения. Если Украина не требует, то я думаю, что как-то этот вопрос должен быть проговорен. Ну, это какое-то, знаешь, такое как бы... Это ответственность нового правительства, в том числе по части отмывания государства от токсичного образа, который ему досталось в наследство. Это будет задача нового правительства отмыться. Так не получится, что, знаешь, мы типа пришли, тряпочкой вытерли, как бы, и все. Нет, это все за нами.
Это все за нами идет. И это супер важно. Это супер важно, ответственная позиция нового правительства и взрослая, я бы сказала, позиция, да. Не соскочить, если можно, а подумать как бы о том, насколько это важно. И взять отказность. И взять ответственность для себя, да. Поэтому я думаю, что мы должны, что в этом случае. Другое дело, да, но и я обязательно хочу сказать, что при этом всем, с другой стороны, если когда-то что-то будет рассчитываться и какие-то будут определяться договоренности в этой сфере, обязательно должно приниматься во внимание, что люди не могли влиять на эти решения государства, что люди, что это не, что мы это не могли контролировать, что общество не могло влиять на решение правительства в этот момент. И сопротивлялась ему шмат чем? Да, сопротивлялась ему и очень как бы пострадала, да, то есть вот это очень важно понять. То, як у Беларусь завезлі ядерную зброю. Гэта ўвогуле законна, і чаму міжнародная супольнасць просто праглынула гэта? Если мы будем говорить о договоре о нераспространении ядерного оружия, да, и как бы Россия и Беларусь им связаны, и Россия как ядерная держава обязуется не передавать ядерное оружие другому государству, а другие государства обязуются не принимать ядерное оружие. Но здесь вопрос как бы в передаче, да, что такое передача. И здесь зависит от того, контроль у кого остается. Контроль над ядерным этим оружием у кого? Он передается, он остается у Путина или он передается Лукашенко? Потому что, по сути, передача означает передача полностью с контролем. И здесь немножко такая история с тем, что когда заключался договор о нераспространении ядерного оружия, вот этот как раз вопрос, что такое передача, он очень сильно обсуждался между СССР и США, потому что в тот момент уже существовала концепция так называемых Nuclear Sharing Agreements НАТО, в соответствии с которыми США может размещать свое ядерное оружие в странах-членах НАТО, но контроль остается у США. Абсолютно, полностью. И для того, чтобы как бы США было важно, чтобы чтобы ДНЯО, договор о нераспространении ядерного оружия, как бы не конфликтовал с этой практикой. Вот, и с этими договоренностями в рамках НАТО. И тут тоже делятся мнения. В общем-то, как всегда в международном праве, да, в большинстве случаев некоторые считают, что вот эти вот... И оно, кстати, и размещено, ядерное оружие США, в некоторых странах, членах НАТО. Вот, но вот с контролем полностью у США, да, и некоторые считают, что это тоже нарушение договора о нераспространении ядерного оружия, вот, потому что когда вы там договорились СССР и США между собой, другие как бы в этом не участвовали, и, поэтому... Исходим из добросовестного толкования договоров и преамбулы и вообще смысла нераспространения ядерного оружия, которое заключается в том, что если даже оно у тебя есть, то максимально надо стремиться к тому, чтобы оно не попадало в ненадлежащие руки. И если мы даже скажем про вот эти соглашения в рамках НАТО, это часть политики ядерного сдерживания, да, и очевидно, что есть большая разница. Во-первых, начнем с того, что решения в НАТО принимаются демократическим образом, прозрачным. И это совсем другая история, в отличие от договорников между Путиным и Лукашенко. Вот, когда никто не знает вообще, о чем они там договорились и где эти концы. Да? Вот. Кроме того, это цели совсем другие. И эта история другая совсем, потому что у нас есть страна, которая ведет войну. Есть страна, которая как соагрессор, хотя на самом деле Беларусь агрессор, а не соагрессор, потому что предоставление территории – это отдельная форма агрессии, которая является той, помогает ей, да, предоставляя свои территории. И в этих условиях, когда передвигается ядерное оружие, даже если без контроля, без передачи контроля, это противоречит смыслу договора о нераспространении, потому что вы передвигаете его для того, чтобы помахать ядерной пиписькой своей. Многие задаются пытанием, якая правильная повинна быть стратегия по вызваленню палітвязняў, гандлявацца, не гандлявацца, гандлявацца за кожнага чалавека, ці гандлявацца толькі за ўсіх, тому што толькі так можна нечага дамагчыся, так? Як ты глядзіш на ўсё гэта? Таму што няма нейкага аднаго адказу ў грамадстве, як правільна дзейнічаць? Жизнь человека
это высшая ценность. И это не красное словцо, это не красивые слова. Это реально принцип, из которого ты исходишь, ну, например, там, в правозащитной деятельности в том числе, да. Иногда ради того, чтобы спасти чью-то жизнь или хотя бы облегчить страдания, приходится поступаться какими-то политическими интересами. Приходится сжать руки тем, с кем ты никогда бы не пожал эту руку в других обстоятельствах. Это просто вопрос твоих убеждений, насколько ты готов это делать или готова. Многие блеймят Красный Крест, я имею в виду Международный Красный Крест, да, я не беру белорусское общество Красного Креста, которое на самом деле к ценностям движения Красного Креста никакого отношения не имеет, да, это абсолютно понятно конъюнктурная структура. Я говорю сейчас реально про МККК как организацию и как ее цели. И многие вот обвиняют руководство МККК и вообще его как бы подход, да, что он там руку жал тому-сему. Такова сущность гуманитарной миссии. Когда у тебя гуманитарная миссия, тебе иногда приходится жать руки грязные для того, чтобы облегчить жизнь людей и спасти их жизнь. Оправдано это или нет, это второй вопрос из другой оперы. То есть это вопрос, который тоже может задаваться, но это просто параллельные вопросы. Поэтому я могу сказать, что если есть возможность спасти одного человека, нужно его спасать. Які наступства правового дефолту ти вже бачиш? В первую очередь огромное значение имеет то, что власть отпустила вожжи как бы бесконтрольности насилия и дала практически карт-бланш силовикам, да, и ни одного движения не сделала для того, чтобы каким-то образом правовые механизмы защиты в отношении людей сработали, да. Потому что, опять же, можно было сделать хотя бы какие-то пару показательных, я не знаю, процессов, ну что-то такое, какие-то, да, сделать вид, что вы как-то озаботились этим, да. Но это такое абсолютно бесстыдное игнорирование, намеренное, да, это... И потом, соответственно, на законодательном уровне вот это вот разделение своих-чужих. И все это внедряется сейчас в образовательный процесс, в учебниках по истории. Опять же, вот недавно, да, там они сделали новый учебник по истории. Это все преподносится как государственный переворот, стигматизируется, соответственно, одна часть общества перед другой. Этот геноцид белорусского народа, это тоже, значит, сравнение протестов 20-х с нацистами, символики, вся вот эта история, она ведет как бы к нескольким таким последствиям, на мой взгляд. Ну, во-первых, вот это вот отпускание силового полностью вожжей вот этих вот, да, и непринятие никаких мер. Это очень сильный такой дало толчок к радикализации. Наверх еще через 2 года случилась война. Как я говорю, близкая война, то есть война, которая касается тебя, где ты жил, люди твои, да, дорогие, близкие, там на войне родственники. И многие белорусы были в Украине в это время, да. И вот это все вместе, плюс беспомощность в плане механизмов призвания к ответственности, вот эта вот неопределенность политическая, она, конечно, дает рост, с одной стороны, радикализации самого общества. Мы видим вот эти аргументы, да, там про, не знаю, революция не делается в белых перчатках, давайте, значит, надо так, там надо, ну, радикализация, в общем, что тут еще скажешь. И популизм, который тоже поддерживается. Ну, это неизбежно, да, популизм, в том числе и у демсил, и у каких-то людей, приближенных к демсилам, и вообще у разных тоже у части экспертов, да, тоже иногда проскальзывает. И это все на самом деле... Да, и люди хотят справедливости. И люди хотят справедливости, люди оказались в ситуации какого-то дикого шока,
и психологического, и какого-то морального, увидев такое насилие, в том числе многие, увидев это в отношении близких людей, ну, это тоже все не проходит бесследно. И поэтому все эти факторы, они сплетаются в такой, как бы, в такой, ну, клубок. И это делает более сложным отстаивание каких-то ценностей, гуманизма, там, прав человека, потому что права человека — это для мирного времени. Да? А сейчас как бы у нас война. Очень часто слышу этот аргумент. У нас война, и все это правильно, что вы говорите. Но понимаете, война идет. Это большое последствие, глубокое, которое тоже очень важно здесь, в эти такие темные времена, ну, роли и лидеров мнений, и правозащитников, и ответственных, большей ответственности тех, кто называет себя политиками, и тех, кто ведет в политику, да. Очень важно, и журналистов в том числе. Супер важно как бы поддерживать вот это вот белое, насколько это возможно, и как часть профстандартов своих, и просто как часть какой-то гуманистической рамки. Потому что скатиться намного легче, чем... В черном быть намного легче, чем в белом. Многие боятся, что силовики Не так... в пальто. Абсолютно. Да. Многие боятся, что силовики так ніколі і не понесуть ніякого покарання за все, що відбулося з білорусами з 2020 года. Что ты думаешь? Ці дочекаемся мы ніяких справедливых судов? Ну, когда мы говорили про ответственность Лукашенко, я сказала, что надо быть готовым к тому, что не все понесут ответственность, кто должен. Но это касается не только топов, это касается и всех силовиков. Не все понесут ответственность. Важно, чтобы была, как бы, чтобы процесс восстановления справедливости проходил как можно более продуманно и таким образом, чтобы максимально справедливо произошло и призвание к ответственности, и та же иллюстрация, если она будет, да, это огромное значение имеет. Но надо понимать тоже, что кто-то не понесет, кто-то будет оправдан. Но я надеюсь, что все-таки эти все процессы случатся. Это будет зависеть очень сильно от конфигурации власти, от того, кто будет новым демократическим правительством. Это совершенно не обязательно будет после того, как уйдет Лукашенко, между прочим, понимаете? Потому что мы иногда так считаем, да, что уйдет Лукашенко и придет какое-то демократическое вдруг правительство. На самом деле, мне кажется, это наименее вероятный сценарий. Это какое-то поступательное будет движение, на мой взгляд. Да? Я могу ошибаться. Но мы тоже должны быть к этому готовы. И когда смогут наступить вот это вот реальное восстановление справедливости и тот процесс, который называется transitional justice, переходное правосудие, когда сможет начаться вот этот этап, да, это совершенно неизвестно, это совершенно, может быть, не сразу после того, как уйдет Лукашенко, он уйдет все-таки, очевидно, это есть какие-то законы физики, вот, но не факт, что сразу после этого, поэтому ждать этого, возможно, придется долго. Чому важно, щоб такі суди відбулися? Потому что это в первую очередь важно для реальной трансформации общества и переосмысления себя. Потому что эти люди — часть нашего общества. Эти люди не взялись из ниоткуда. И нам всем придется вместе жить. Как бы кто этого не хотел. Ну, всем, кто вернется в Беларусь, да. Можно как бы избежать этого, просто не возвращаясь, допустим. Каждый делает свой выбор. Но, условно, я сейчас говорю про людей, которые в стране или которые вернутся в страну, да, которые как бы связывают свою жизнь вот с житием в Беларуси. Нам придется вместе жить. Як змагатися з безправ'ям увогуле? Ну, смотря в каком смысле. Ну, зараз сейчас білоруси на кожному кроку внутрі країни стикаються з безправ'ям. На Внутрі всіх країни. рівнях. Да. Як з ними змагатися? Ну,
Ці гэта бессэнсоўна лепш просто. Чакаць лепшых часоў. Нет, ну понимаешь, это зависит очень сильно от ситуации. Есть некоторые вещи, которые людям просто сейчас делать опасно. Да? Это как бы инстинкт самосохранения, условно. Какие-то родители иногда не пойдут в школе качать какие-то права, потому что они понимают, что у них есть административные или уголовные статьи за спиной, это очень быстро может превратиться там, в какой-то СОП и так далее, и так далее. С другой стороны, есть какие-то, я не знаю, другие механизмы. То есть это зависит очень от личной ситуации человека, насколько это безопасно. То есть все, что сейчас происходит внутри страны, ну, надо измерять, насколько это для тебя безопасно. Вот. Но опять же, мы не должны забывать, что далеко не все, кто сейчас живет в стране, вообще каким-то образом прикасались к тем событиям 2020 года и, в принципе, чувствуют себя в опасности. Достаточно большое количество жили себе, и для них ничего не изменилось. Кстати, об этом тоже почему-то мало кто говорит. Да? То есть мы очень разные, там очень разное. Вообще, это все общество наше очень разное, супер разное. Как бы какие-то совершенно иногда параллельные миры. Кто здесь живет, а кто там живет внутри себя, очень разные миры. И это не то чтобы на какое-то разобщение, да, некоторые не любят, когда начинают говорить, что мы разные, там, да, кто здесь, а кто там. Да нет, просто нет черно-белого. С одной стороны мы разные, с другой стороны мы одинаковые, в смысле мы как бы вместе, да, но это супер огромная разность. И не понимая как бы эту разность, очень сложно вообще говорить о каком-то совместном будущем. Як табе ўдаецца захоўваць аптымізм, не гледзячы на ўсё, што з намі адбываецца? Во-первых, я очень рада, что видно, что я заховываю оптимизм, потому что иногда мне кажется, конечно, что уже немножко нет. Но, да, я просто, во-первых, чисто физически, вот у меня такая организация, я не умею грустить долго, вот, да, не умею быть не в депрессии, я никогда не была, просто не получается, не могу. Ну, а потом я такая идеалистка где-то. Я верю в добро, я верю в светлое, я верю в силу светлого, в самые темные часы. Я верю в то, что право — это искусство добра и справедливости. Тут немножко пустили слезу. Да. И я хочу просто максимально сделать для этого то, что я могу, чтобы увидеть это в Беларуси. Дзякуй табе за размову. Да, дзякуй. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка нашай работы. Калі ёсць чым падзяліцца, пішыце ўсё ў каментарах. Мы будзем чытаць і адказваць. Подписывайтеся на канал, каб не прапусціць новы гутаркі ток. Мы выходзім па нядзелях, таму можаце ўключыць званочак, каб не прапусціць новую размову. І дзякуй, што вы з намі.